Дорогие друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. В эфире проект «Испытано на себе». И сегодня я буду обучаться мастерству выразительного чтения. Но для начала давайте познакомимся. Это Пиева Марина Алексеевна. Здравствуйте. Добрый день. Вы являетесь заведующей. Да, я заведующая и преподаватель в детской школе искусств номер 1 на отделении искусства театра. Детской. Детской. Да? А случается такое, что к вам и взрослые как-то записываются? Конечно, безусловно, приходят и взрослые, потому что сейчас в мир разных нанотехнологий и так далее. Людям требуется живое общение, правильное, чтобы быть не просто, уметь нормально, хорошо и правильно говорить, но еще и быть услышанным, донести то, что ты хочешь сказать. Не всегда и не у всех это все получается. Поэтому, конечно, приходят взрослые, просят позаниматься, а как это сделать, а как преподнести тот или иной текст, в каком контексте. И, конечно, вот это все мне немножечко навело на то, чтобы создать еще и свой театр, помимо того, что я являюсь преподавателем театральных дисциплин, то есть у нас углубленное изучение театральных дисциплин, то я предложила родителям наших детей попробовать себя в качестве актеров. И, конечно, начали мы именно с художественного слова. Марина Алексеевна, давайте обозначим цели и задачи, скажем. То есть вы меня должны подготовить, Я должна научиться красиво, выразительно читать стихотворения для того, чтобы выступить на музыкально-поэтическом вечере, который состоится 25 октября. Да, вы должны будете почувствовать себя в роли чтеца на большой сцене, где будет в зале присутствовать зрители, попробовать как раз наложить стихотворение на музыку, потому что это тоже очень сложно, не просто читать, и потом не просто прочитать, но и донести смысл, идею, сверхзадачу, как мы говорим, Есть текст, этот текст нужно произнести, независимо от того, что это стихотворение, или это проза, монолог, или еще что-то. Есть разные жанры, это сатира, это драма, это какое-то комедийное произведение. Если мы берем сейчас, мы говорим, так как мы готовимся, к поэтическому вечеру, мы говорим о стихах. У них тоже есть свои жанры, Есть лирика. Лирика какая? Есть любовная лирика. То здесь уже будет одно прочтение. Есть патриотика. Здесь уже будет другое прочтение. Есть описательного характера. То есть, когда автор описывает что-то такое, что его взволновало, какое-то действие, какое-то событие. А есть повествовательное, когда он описывает красоту, например, природы или чувства человека, что-то, происходит. Ведь что получается? Мы не любим то, что не понимаем. Я тоже раньше Маяковского, допустим, недолюбливала, потому что он там пишет построчечно, Но когда мы начали готовить спектакль о Маяковском и о его жизни, и получается, что мы влюбились в его стихи. Оказывается, он очень тонкая, трогательная натура. И я как раз подытоживаю, что у каждого автора свой стиль, у каждого автора свое направление. И когда вы берете любой текст, ваша задача какая? Донести этот текст, донести свою задачу, что вы хотите сказать. Но этого мало, потому что здесь еще присутствует, как вы это будете доносить. И чему я учу своих детей прежде всего, это интонировать. Это как в музыке. Мы ищем не только свой стиль, свои ставим паузы логические, психологические, мы это сейчас на практике, но еще это самое главное интонация. С какой интонацией? А интонация – это наша душа. Если, когда я даю детям, например, говорю, так, сегодня вы готовите мне стихи Есенина, я могла бы каждому из них дать по стихотворению. Нет, моя задача в другом. Они должны сами прочитать 1, 2, 3, 5, 10 произведений. И когда я им говорю, когда здесь ёкнет,
Когда ты вот здесь, вот у тебя там что-то сердце забилось, значит, это твое. Значит, ты сможешь это передать чувственно, интонационно. Вот тогда и будет красота вашего текста. Испытано на себе. Вот то, что я говорю, наложить музыку. Уходя, оставить свет – это больше, чем остаться. Это лучше, чем прощаться, и важней, чем дать совет. Уходя, оставьте свет. Перед ним отступит холод, свет собой заполнит город, даже если вас там нет. Отговорила роща золотая березовым, веселым языком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник. Пройдет, сойдет и вновь оставит дом. А всех ушедших грезит конопляник с широким месяцем над голубым прудом. Стою один среди равнины голой. От журавлей относит ветер вдаль. Я полон дума юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Ну, я выбрала по фото, но мне еще и петь охота. А за кружок по рисованию тоже все голосовали. Что болтунья Лида, мол, это Вовка выдумал. А болтать-то мне когда? Мне болтать-то некогда. Я теперь до старости в нашем классе староста. Я с самого начала знала, что скрипка волшебная. Как только увидела порхающий смычок в нескладных руках 10-летнего ребенка. Этой рукой водил сам ангел. А у меня нет слуха. Наверное. Так проще объяснить, почему я не выучилась играть ни на одном музыкальном инструменте. Мне 8-летней, старшей в семье, нужно было помогать матери, у которой кроме меня было еще 3 ртов. Нельзя было и мечтать о скрипке. Вот тогда добрый Илька и сделал мне эту скрипку. Сделал своими тонкими музыкальными пальцами и, улыбаясь, во весь свой щербатый рот сказал: «Играй, Варька, играй». Лес, будто терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселую, пеструю стеной стоит над светлой поляной. Березы желтую резьбой блестят в лазури голубой, как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют. То там, то здесь, в листве сквозной, просветы в небо, что оконце. Лес пахнет дубом и сосной. За лето высох он от солнца. И осень, тихую вдовой, вступает в пестрый терем свой. Прости же, лес, прости, прощай, день будет ласк хороший, и скоро мягкую пороши засеребрится мертвый край. Испытано на себе. И вот сейчас мы приступаем к практике. Да? Немаловажно, когда вы читаете, распределить правильно свое дыхание. Ну, вы как ведущая, конечно, вы работаете над дикцией, над голосом и так далее, и так далее. Вот. И сейчас мы немножечко пройдемся по дыханию. И вот такое стихотворение: дама сдавала в багаж, диван, чемодан, саквояж, корзину, картину, картонку и маленькую собачонку. Мы берем воздух и на одном дыхании, на одном читаем только эти 4 строчки. Ребята, вы немножечко потише, Татьяна чуть-чуть погромче. Итак, внимание, берем воздух и поехали. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Дыхание осталось? Да. Хорошо. Добора не берем. Но при этом мы не забываем говорить четко, мы не торопимся, потому что у вас дыхания не будет хватать. И сейчас мы проверим друг друга, как вы сможете, берите, как вы сможете полностью прочитать
на одном дыхании. То есть вы читаете построчечно, да, и потихонечку выпускаете вот этот свой воздух, да. Так, девочки, потише, значит, Татьяна чуть-чуть... Мы полностью Полностью весь. на одном дыхании. 3-4 вдох и... Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж, диван, чемодан, саквояж, картина, корзина, картонка и маленькая собачонка. Не хватило. Собачонка. На последнее слово не хватило. Вот, вот. Поэтому мы должны обязательно... У вас все хватило. Да, ну, мы этим занимаемся, да, мы дышим, у них еще может там быть какой-то запас, поэтому и стихи, и тексты, когда мы читаем, мы должны себя уже приучить к тому, что у нас должен быть запас, когда вы будете переходить, чтобы не потерять вот этот смысл. И, конечно, наши любимые скороговорки, можно по одному Я выбрать. с ними не дружу. Тем более, это, давайте вот первое. Сиреневенькая. Сиреневенькая. Зубовыковыривательница. Зубовыковырительница. Нет, выковыривательница. От слова выковыривать. Зубы. Зубовыковыривательница. Вот чтобы вам было легче, вы должны это слово для себя разделить на несколько частей. Оно же сложное. Зубы и ковырять. Зубовыковыривательница. Зубовыковыривательница. Вот. Сиреневенькая. Сиреневенькая. Зубовыковыривательница. Сиреневенькая зубовыковыривательница. И еще маленькая поправочка, что немножечко вы в чем не дотягиваете. Мы работаем на гласные. То есть и, а, о, у, и. Мы их должны четко. Согласные, они здесь не играют роли. Вот в хорошей речи мы все говорим, мы тянем эти гласные. Поэтому сиреневенькая зубовыковыривательница. Сиреневенькая. Правильно же? Да. Сиреневенькая От слова ковырять. Зубовыковыривательница. Боже мой, я споткнулась на первом же словосочетании. Сиреневенькая зубовыковыривательница. Хорошо. Ань, какую ты прочитаешь? Бомбардир бомбоньерками бомбардировал барышень Бранденбурга. Так, О, как. Нина. Повалился дебил, по дебилу деньгам занимался. Лиза. Хорошо, давайте еще таким образом. Я вам подскажу, вот опять-таки, мы трудные слова раскладываем на слоги. Ну, например, да, Гурбангулы. Гурбан и гулы. Гурбангулы. Вот, Гурбангулы. Гурбангулы. Хорошо. Берды Мухаммед. Берды Мухаммедов. Берды Мухамедов. Гурбангулды. Гурбангулды. Берму... Что там? Кто там? Берды Мухаммедов. Гурбангулы, Берды Мухаммедов. Гурбангулы Берды Мухамедов. Украл у Танирбергена. У Тани Бергена. У Тани Бергена Бердонгарова. Кораллы. Бердо, вот догласно. Бердо. Гарова. Бендергарова. Бендонгарова. Вот. Кораллы. Еще раз. Гурбангулы Берды Мухамедов украл у Тани Бергена. Бергена. Бердонгарова. Еще раз. Гурбангулы Берды Мухамедов украл у Танирбергена Бердонгарова кораллы. Хорошо. Вот для меня, например, очень сложный стаффордширский терьер, ретив, а черношерстный ризеншнауцер, рез, вот у меня «с» просвистывает, поэтому мне здесь, допустим, сложно. Стаффордширский терьер. Стаффордширский терьер, ретив, а черношерстный Шнауцер, рез. Конечно, можно... Ризеншнауцер. Да, вы это возьмите себе, вам это пригодится. Конечно, можно что-то попроще, типа шла Саша по шоссе и сосала сушку, или там мы говорим 4 черненьких чумазеньких чертенка чертили черными. Мы должны разработать нашу артикуляцию, да, вот нижнюю челюсть, для того, чтобы мы четко произносили. Ну что, практическое занятие мы уже закончили. Татьяна
Татьяна, вы большая молодец, делаете успехи. Я думаю, вам это пригодится в будущем. Ну и мы сейчас с вами перейдем уже непосредственно к стихотворениям, которые вы будете читать на вечере поэзии. Ну а с девочками я предлагаю попрощаться, им нужно в школу. Ну, в общем-то... Отпускаем, да? Отпускаем. Девочки, спасибо вам огромное за то, что невероятно трогательно рассказали произведение. Действительно, у меня даже побежала слеза почти на каждом. Да, спасибо вам большое. Я желаю вам успехов в дальнейшем и не останавливаться на мастерстве, которое у вас есть сейчас, а только развиваться и забирать новые и новые победы. Спасибо большое. Испытано на себе. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы с Мариной Алексеевной приступаем уже к самому интересному, да, для меня моменту. Это мы будем определяться с произведением, да, которое я буду читать уже на вечере, и разбирать его. Да, совершенно верно. Для того, чтобы, значит, вот я еще хотела проверить вашу дикцию. А дикцию мы с детьми проверяем. Кто-то, значит, пробки от бутылок между зубов зажимает. Мы немножечко попроще. Мы берем сушки, закладываем за щечки, берем. Так вот они для чего здесь стоят? Конечно, конечно. Ясно. А вы думали, я буду вас чаем поить? Почему бы нет? Помечтать же можно. Да, у меня дети пьют чай, любят. Они сначала занимаются сушками, потом мы идем пьем чай. Все это происходит очень весело. Пожалуйста, Татьяна, так, берете сушку, закладываете за одну щечку и за другую. Не жевать. Вот, распределяем. И вторую. Да, это кажется, что это так легко. А теперь вот мы берем, допустим, давайте, дама сдавала в багаж. Мы четко проговариваем гласные. Это больно. Да, и при этом мы открываем губы и пытаемся четко. Дама сдавала. Нет. Дама. Дама сдавала. Нет. Дама. Сдавал, да, чтобы сушки, а то будете прыскать. Дама сдавала в багаж. Нет, ушло вниз, четкости нету. Дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж. Картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Хорошо, молодец. Можно или попробуйте тогда полностью. Также на одном дыхании. Да, на одном дыхании. Важно громко. Важно громко, четко тянуть гласные и распределить свое дыхание. Дама сдавала в багаж. Диван, чемодан, саквояж. Картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Выдали даме на станции 4 зеленых квитанции о том, что получен багаж, диван, чемодан, саквояж. Я вдохнула. Бывает и такое, Можно? Да, конечно. А можно? Да, можно проживать, можно отключить. Полезное с приятным. Сложно? Это у вас по одной, а не до 3. При этом работает только... Все. И какое количество сушек помещается в детские щечки? Мы тут проводили конкурс, у одного мальчика 12 штук. Я могу только с 4. Ничего себе. Здорово. Значит, что? Какие выводы? Дыхание нужно развивать. Да. Да? Четкость дикции нужно прорабатывать. Особенно, значит, мы должны уделять внимание гласным, но и согласные, такие как шипящие, да, «с», которые у нас постоянно у всех просвистывает. Так, далее, сонорные звуки, это такие как «м», «н». Они у нас всегда застревают в носу. И мы, поэтому у нас создается впечатление, что мы немножечко гнусавим, потому что мы говорим «м»,
а он выходит через нос. Он должен выходить через через всю голову, вот туда. Вот промычите. Нет, оно сейчас здесь. Туда, наверх. Еще. Вот уже лучше. Но все равно она застревает. Вот ваша задача, потому что некоторые отнекивают, вот у меня там насморк, ничего подобного. Если когда правильно поставлено, да, это все, то оно все равно будет очень четко звучать. И вот этой гнусавости не будет. Это опять-таки скороговорки, это различные побасенки там разного рода. Там мама мыла, то есть не мычать вот здесь, мама вот туда, мама мыла раму. Мама мыла раму. Да, а до этого вы говорите мама мыла раму. Мама. Мама. Так? Да. Мама. Ну, не так резко. Мама. Мыла. Немножко на заднюю стенку, да, вот туда его? Да. Вот важно то, чтобы мы же его выпускаем через рот, да, чтобы он не застревал у нас вот здесь вот в носу. Потому что мы говорим там мыло, вот оно у меня здесь, мыло, да, мыло. Мы, вот, сейчас, да, действительно. Вот, ну, я, в общем-то, слежу за этим, чтобы это была четкость. Вот сонорные, шипящие, скворчащие, да, и, естественно, гласные. Так, все, свое задание я поняла, услышала. Марина Алексеевна, спасибо вам большое за сегодняшний прекрасный мастер-класс, не побоюсь этого слова, да? Спасибо. Ага, то есть все свои методики рассказали, вот главное теперь их применить, да? Научиться, это же тоже не так уж и просто, да? На деле уже что-то применять. Спасибо вам большое, я отправляюсь домой готовиться к нашему музыкально-поэтическому вечеру. Задание для меня, сразу говорю, не самое легкое, потому что я думаю, что стихи читать это даже сложнее, чем петь. Это мое такое личное, субъективное мнение, вот мне так кажется. Недаром один великий сказал, поэзия – это музыка слов. Испытано на себе. Ну что ж, вот и наступил этот день. Сегодня состоится поэтический музыкальный вечер. Гости уже начинают собираться, выступающие очень волнуются, я не исключение. Конечно же, я готовилась, учила, но момент с волнением, думаю, он будет мешать. И моя главная задача его побороть и не сбиться ни с текста, ни с эмоциональной подачи. В общем, буду стараться, но это волнение, оно, конечно, и приятное, и одновременно мешает. Нужно с ним как-то справиться. Как сердцу сладостен полет его счастливый. Полет его счастливый, несуществующий, он вновь рождается. Все тот же вновь пришел неведомый откуда, и странное с ним знаю единение. Как сердцу сладостен полет его счастливый, несуществующий, он вновь рождается. И потускнели краски, как ярок был и пышен маскарад, но листья, словно сброшенные маски, теперь в грязи. Все идет так быстро. Я выступаю третьим номером, уже второй. И мне кажется, что я вообще не помню ничего из того, что учила. Обидно будет, если все слова забуду. Где сокровищ каталог перелистывает стужа.
все забыла. На дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится, да стучит в окно. Лучше б снег, да вьюгу, встретить грудью рад, словно, как с испугу, раскричавшись к югу, журавли летят. В нем холода соблазна, в нем забвение. Я жду его всегда, как жду от Бога чуда. Кстати, оказывается, я тут подсмотрела, пока за кулисами стою, некоторые девушки выходят с текстом. Почему я до этого не додумалась? Нужно было подготовиться и распечатать что-то, да, там папку какую-то красивую взять. И тогда можно было бы сконцентрироваться именно на красивом, да, произношении. А теперь я сконцентрирована только на тексте, потому что боюсь его забыть. Сердито ползают в полях и отстраданные обманы. И сколько смерти, безнадежья в безлистном шелесте страниц. Есть что-то хитрое в усмешке седой улыбки октября, в его сухой, ехидной спешке, когда он бросит тьму храбря. Октябрь и смерть в законе пара, слияна тесная чета. Зинаида Гиппиус. Первый снег. Читает Татьяна Ющенко. Опять он падает, чудесно молчаливый, легко колеблется и опускается. Как сердцу сладостен полет его счастливый. Он вновь рождается. Все тот же, вновь пришел неведомо откуда. В нем холода соблазны, в нем забвение. Я жду его всегда, как жду от Бога чуда. И странное с ним знаю единение. Пускай уйдет опять, но не страшна утрата. Мне радостен его отход, таинственный. Я вечно буду ждать безмолвного возврата. Тебя, о ласковый, тебя, единственный. Он тихо падает, и медленный, и властный. Безмерно счастлив я его победою. Из всех чудес земли тебя, о снег прекрасный, тебя люблю. За что люблю, не ведаю. Стояла на ступеньках и ждала. Я обомлела, когда ей открыла. Такой она волшебную была. Копна волос, красивый, ярко-рыжий, точеный нос, румяность алых губ и взгляд такой шальной, от глаз бесстыжих. Такая радость, кто здесь будет груб? Когда она ушла, я очень долго смотрела в дверь. Это превосходство не слишком радостное, но... Сегодня очень артистичные чтецы, очень выразительное чтение. Я думаю, скорее всего, сегодня самые лучшие номера участвуют в концерте, потому что сегодняшний концерт посвящен 50-летнему юбилею ДШИ номер 1. Поэтому очень интересно, на самом деле, я удивлена, что, на мой взгляд, народа не так много. Но зато те, кто присутствует, очень заинтересованы.
Да? То есть здесь нет праздного интереса, а зрители, слушатели, вернее, только те люди, которые действительно разбираются и ценят такое мастерство, как выразительное чтение. Танго луна сорваться не велит, а сиротство, то лучше в тех местах череп волнует, нежели из виду. Красный дуб с голубыми рогами ждет соперника из тишины. Осторожней, топор под ногами, а дороги назад сожжены. Но в лесу у соснового входа кто-то верит в него наяву. Ничего не попишешь, природа. Вот земля, на которой живу. Я Марию Алексеевну уже не выдержала, написала, что вот, честно говоря, мне было бы страшно теперь представить, что я могла бы пропустить этот вечер. И к моему стыду, я признаюсь, вы открыли для меня столько первых поэтических авторов, известных наших гениальных поэтов. Я очень много этих стихотворений услышала впервые в жизни. И у меня все время слезы на глазах, потому что я считаю, что на таких вечерах должен быть аншлаг. Люди должны ломиться, душа. Даже профессионал, спокойно. Разрешите выразить слова благодарности за сотрудничество. Татьяна Ющенко вручит благодарственное письмо от администрации директора детской школы искусств номер 1. Благодарим вас за сотрудничество, за эксперимент, который, я думаю, у вас всех. Спасибо большое. Спасибо огромное, Марина Алексеевна. В первую очередь хочется сказать за наставничество. Да? Мне было очень интересно и приятно принимать участие в сегодняшнем прекрасном поэтическом вечере. Я думаю, нашим дорогим телезрителям телеканала Якутия-24 тоже будет очень приятно, интересно и для общего развития, да, это всегда хорошо. Спасибо большое. Хочется сказать каждому, вы огромные молодцы. Получила просто невероятное удовольствие, прослушивая такие прекрасные стихи. Спасибо большое. Спасибо большое. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить всех выступающих, наших ведущих, Александру Дивногорскую, Сергея Новгородцева. И очень бы хотелось всех выступающих пригласить на сцену, сфотографироваться для памяти. Я такая счастливая сегодня, так вам всем благодарна. Ну, и вы, наверное, заметили, что сегодня выступали вообще прям целыми семьями. Мамы, и папы, и сыновья, и дочери. Пожалуйста. Спасибо всем, спасибо огромное. Все, я твоя. Ну что ж, музыкально-поэтический вечер прошел просто на ура. Мне удалось вас, да, скажем, украсть ненадолго от восторженных зрителей, да. Марина Алексеевна, ну что ж, все прошло замечательно, это для меня и для всех зрителей. Как вы сами оцениваете? Да, мне все понравилось, все постарались, все смобилизировались, да, и внутренние, и внешние, и все свои чувства. И, наверное, всегда так бывает, когда концерт, ты готовишься до концерта, что-то получается, что-то не получается, а во время концерта вот идет какой-то щелчок, и ты уже весь там, ты уже читаешь, ты уже знаешь, о чем ты читаешь, для кого ты читаешь. Поэтому я очень благодарна и своим родителям, и своим детям, и вам, потому что это было безумно красиво. Вы
очаровательные, прекрасные ученицы. И прямо вот вы, я не знаю, с полуоборота все это подхватили. И действительно, стихотворение я обожаю Зинаиду Гиппиус, поэт Серебряного века. И то, как вы прочитали, ваш тембр голоса, ваши полеты, интонация. Ну, все как мы делали, все как мы учили. Да, мои уроки не прошли даром, поэтому, Татьяна, я очень вам благодарна, и вы действительно украсили наш концерт. Спасибо вам огромное, Марина Алексеевна. И хочется сказать тоже, что вы как профессионал ведь очень четко смогли подобрать именно то стихотворение, которое подойдет действительно мне, да? Да. Спасибо вам огромное, было очень приятно с вами сотрудничать. Я надеюсь, нашим телезрителям также понравилось, как и мне. Да, наблюдать это все со стороны. Я тоже тут сидела, наслаждалась. Спасибо вам большое. Желаю вам побольше талантливых, благодарных учеников, и чтобы такие концерты были как можно чаще. Спасибо, дорогая. Спасибо. Можно вас обнять? Моя хорошая. Спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. До новых встреч. И, кстати, вдруг вы не знали, Гурбангулы Бердымухамедов украл у... Кого? Господи! Гурбангулы Бердымухамедов украл у Танирбергена Бердангарова кораллы